Ой, ну вот, мы можем начинать нашу программу. За окном 10 часов и 6 минут. Если говорить про Башкортостан, почти 6 минут. Число сегодня 22 января 2026 года, четверг. И прямой эфир «Аспектов Башкортостан» работает в Ютубе и в Телеграм-канале. С вами здесь сегодня Женя Коноплин. И Руслан Ариев, доброе утро. Футболку, возможно, кто-то узнает. Это невероятный вообще моменты в истории, я думаю, наших аспектов, потому что Руслан мне написал, помню, Баймак, он говорит: Женя, надо рилсы, вот прям много, надо что-то делать, потому что тема такая горячая. А я переезжаю на новую квартиру, мне предоставила Германия в съем квартиру, она пустая. Естественно, все вещи тоже, они они вот так вот мятые друг на друге. Я вот в этой футболке, она похожа как вот на... Просто ее как будто она лежала где-то непонятно на какой свалке. Я ее надеваю, записываю рилс, и он собирает под 1 миллион. И все комментарии подряд. Почему этот человек в футболке вообще не может гладить? Да, Женя Утюг, там вот это все, и это куча из Башкортостана, в общем... Футболка историческая. Не забудь. Да, очень любопытный случай, который в некотором смысле даже душу греет. Дорогие друзья, нашу душу также греют ваши комментарии. Поэтому пишите, пожалуйста, что вы думаете об услышанном, увиденном. Делитесь эмоциями по поводу того, как вам вчера зашел или не зашел эфир программы «Аспекты мнений», где мы пообщались с нашим дорогим Разифом Абдуллиным. Мне кажется, довольно-таки содержательно, как минимум, вышло. Может быть, не все обсудили, что могли бы и хотелось бы, но я думаю, что все-таки как-то регулярно теперь будем это делать. Вот. Завтра у нас очередной выпуск «Аспектов мнений», и выйдет он в вечернее время, по крайней мере для Уфы, даже позднее вечернее время, поэтому следите за анонсами. Вот. Пока вы собираетесь и мы переходим к главным обсуждениям сегодняшнего дня, давайте новости в стране и в мире послушаем быстренько, а потом будем двигаться дальше. Так, мне бы хотелось понять, сможем ли мы новости прочесть. Тут какое-то изменение формата я вижу. Уехал, что ли? Да, тут нет текста, тут есть только видео. Я вот тут наобещал, а сказать ничего не смогу. Ну вот, сюрпризы подкидываются, откуда ни возьмись. А если посмотреть в телеграм-канале? Эхо новости я пролистал уже. Это нет там ничего. Ага. Ну, давайте скажем тогда хотя бы из того, что вот более-менее последнего. Ну вот, например, в Германии задержали 3 человек по подозрению в работе на Кремль. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральную прокуратуру ФРГ. В Берлине была задержана Илона В. с украинским и немецким согражданствами. По версии следствия, она передавала российской разведке информацию, связанную с войной против Украины. В Бранденбурге задержали гражданина России Сурена А. и гражданина Германии Фалько Х. Ай-яй-яй. Ну, в смысле, правильно, конечно, таких людей надо задерживать. Оппозиционное чеченское движение НайСо внесли в российский перечень террористов и экстремистов. Оно было одним из источников информации о ДТП с участием сына Кадырова Адама. Прекрасный, кстати, телеграм-канал и инстаграм-аккаунт, который дает нормальную информацию о Чечне. Подписывайтесь на него. Рекомендую. Зеленский полетит в Давос, чтобы встретиться с Трампом, сообщали также накануне, что, в принципе, логично. Ну а сам Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским еще вчера. Соответственно, сам выступил и сказал, что намерен встретиться с президентом Зеленским. При этом, как ранее утверждали украинские власти, Зеленский на тот момент не находился в Давосе. Ну вот, после слов Трампа, получается, президент Украины туда направился. Также Трамп в Давосе заявил, что не намерен завоевывать Гренландию и хочет немедленно начать переговоры о ее покупке. Вот такие у нас новости. Значит, ни одна нация, кроме США, не может обеспечить безопасность Гренландии. Поэтому я хочу немедленно начать переговоры о ее приобретении. Это не угроза НАТО, добавил Трамп.
весело живем, как говорится, в современном мире, где правила уже не действуют, а действуют эмоции, действительно, и как там он выразился, внутренние принципы одного человека, ее приобретение. И отсюда слова, и отсюда же, соответственно, поступки, дорогие друзья. Так, футболку в рамочку подняла просмотр рилса, пишет Ильнара. Да, Рима пишет: приветствую, сегодня не отключили мобильный, смотрю в прямом эфире. Сейчас я вам на эту тему новость расскажу. Разив смелый, респект ему и уважение, 100 баллов напишет. Абсолютно согласен. И всячески поддерживаю, конечно, ваши комментарии в таком духе, и, собственно, самого Разифа тоже. Хотя вот есть другие мнения. В личных сообщениях я получил разные оценки. Некоторые обижаются, что люди, претендующие на звание политической силы, не смогли организовать активность граждан по противодействию закону о отмене публичных слушаний. Да? Мы вчера с вами говорили, что там 80 человек на всю республику за 2 недели зашли только на этот сайт, не то, что там оставили отзывы. И спрашивается, а где оппозиционные политические силы, которые должны были бы в этом аккумулировать народ? Но я в этом смысле не разделяю претензий, потому что, в принципе, понимаю, что там хоть 1000 человек зашли бы на этот сайт, все равно власть на это внимание не обратила. Вот. Хотя можно поспорить, опять же, с этим. Но лучше бы 1000, да? Но лучше бы. Лучше бы. Ну, я думаю, в случае Разифа это, наверное, отсутствие медийности, именно с точки зрения, знаешь, вот это вот в Инстаграме вкинул какой-нибудь сторис, и люди побежали. То есть это же не так работает, он же не по квартирам не будет ходить в конце концов. Поэтому страшно не вижу. Мне позабавилось, что анонс к эфиру с Разифом, видимо, был серпощен куда-то там каким-то Арсланом Мэн условным, потому что там накидалось 30 таких вот этих реакций какашечек к анонсу. И те, которые, я понимаю, что они настоящие, там вот традиционные наши, по количеству все совпадает. Потом уже сам эфир человек никуда не срепостил, и там почему-то ни одного негативного эмодзи не стоит. Да, я вот сейчас посмотрел дальше с новостей от Медиазоны. Это, конечно, большая разница с Эхом, потому что новости совсем другие. Тут одна из новостей, знаешь, такая вот, что можно переметнуться, называется. Как дайджест. В Украине погиб воевавший за Россию красноярский некрофил. В 2010 году его приговорили к 25-летнему сроку. Вот такой, как вам с утра новости почитать? Я думаю, что надо к нашим переходить. Вообще, формат чтения таких глобальных новостей в этом смысле, наверное, очень интересен и легок относительно. Сидишь, и в течение часа можно находить сколько угодно трэша, условную рубрику «Отъезд кукухи», как у Плющева, запускать в самом начале и до конца пусть идет. Но нет, мы должны говорить о родной республике. Тех, кто говорит о других вещах, достаточно. Вот. И тем более, что нам всегда говорят: ребята, не сдавайтесь. Вот, например, новая информация, совершенно неожиданная для меня. Подписчик прислал, спасибо ему за это. Он пишет, точнее не он пишет, а некий телеграм-канал, который называется «На Ютубе уже больше 17...» Чего? В общем, на Ютубе уже больше 17 лет. Какой-то тут товарищ, короче, его ведет. 73 тысячи у него, неплохо. Да, 73 тысячи. Он пишет: сеть Билайна, которая как бы позволяла смотреть YouTube без блокировки, подтвердите, кстати, пользователи Билайна, если это так, оказывается, отдельно блокирует целый список видео. Больше всего блокировок у Хесуса, также под блокировку попал канал Евгения Панасенкова. Тут нас эти каналы не особо интересуют, но в скриншоте, который они приводят, под номером 10 находится ваш любимый канал «Аспекты Башкортостан». И тут какой-то индекс даже есть. Черт его знает, как бы. Смотрите, наши соседи. На 11 месте популярная политика. На 9 месте «Медуза» в этом списке, который Билайн блокирует отдельно. На 16-м Глебыч Невзоров, на 15-м Кац. Ну, в общем, неизвестные никому люди, естественно. Максим Киселев, Евгений Киселев на 19-м, в общем.
Вот так. Ага. Так В вот. общем, в сухом остатке нас отдельно значит, блокирует Билайн для того, чтобы нас не видели, когда Билайн дает возможность пользоваться Ютубом. Это какова велика важность нашего скромного маленького регионального канальчика. Так что цените, как говорится, власти, пропагандисты, прихвостни режима и так далее по списку нас в этом смысле ценят. Вот. И ждем мы, соответственно, и реакции тоже на вчерашнее интервью более бурных, потому что мы, тем более, личности некоторые прям буквально обсуждали в этом самом эфире. Вот. Фрагментов давать не будем. Найдите на канале, я думаю, легко это будет сделать. А вы продолжаете писать, что Разив молодец, и спасибо вам опять же за эти сообщения. К главному событию дня перейдем. И сразу попрошу я нашего ассистента запустить голосование, чего мы давно не делали для наших зрителей и подписчиков. В чате трансляции скоро появится голосование, и вы сейчас поймете, по какому поводу. Республиканские, официальные и даже коммерческие СМИ с уверенностью написали: в Уфе мигранты планировали совершить теракт в отделе полиции. На эту тему мы, конечно же, написали иначе. ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в отделе полиции. Понимаете, да, разницу в формулировках? Отсюда у нас сразу же к вам вопрос. А вы, наши зрители, как вообще относитесь к такого рода новостям? Верите ли вы в реальность истории о теракте? Верю, не верю. Два варианта ответа. Варианты очень простые. Если не слышали ничего об этом, послушайте. Значит, ФСБ якобы пресекли деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации. Подозреваемые привлекли внимание спецслужб тем, что собирали сведения об отделе полиции в Уфе, который они выбрали в качестве объекта теракта. Фигуранты уголовного дела провели разведку местности, купили автоматы. Зачем? Компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и начали его сборку. При задержании руководитель ячейки оказал вооруженное сопротивление и был убит. Второго участника группы задержали, в отношении него проводят следственные действия и уже отправили под арест. Об этом была новость чуть позже. То есть, еще раз, да, что мы имеем? Какие-то жители Центральной Азии, трудовые мигранты, видимо, да, имеются в виду, или, по крайней мере, имеется желание на всех этих самых мигрантов бросить тень. В общем, приехали и с автоматами собрались что? Штурмовать полицейский участок? Чтобы что? Чтобы зачем? Почему нельзя устроить теракт в более простом и более людном месте, например? Теракт – это что такое? Это акт устрашения, правильно? Для того, чтобы как можно больше людей пострадали, и еще как можно больше людей испугались. При этом хочется во время совершения теракта что-то доказать кому-то, какое-то заявление сделать, какие-то требования высказать. А здесь, значит, они по наивности душевной решили с автоматом в руках пойти против десятка другого автоматов, что ли, с каким-то несчастным самодельным взрывным устройством, которое с высокой степенью вероятности не сработает, либо не причинит никакого ущерба. В общем, лично у меня абсолютный скепсис, конечно же, к подобного рода новостям. Может быть, я ошибаюсь, допускаю. Если я ошибаюсь, если вы считаете иначе, пожалуйста, голосуйте и пишите, что вы об этом думаете. Может быть, Женя иначе думает? Я пока переметнусь немножко в сторону деконструкции пропаганды. У меня целое тут выступление. Итак, телеграм-канал, который имеет почти 159 тысяч подписчиков. Это что за люди? Надо, конечно, проверить, собственно, по тому же ТГ-стату, сколько у них объективных метрик, да, они же не могут каждый пост накручивать. И это я тебе скажу, там все плохо. Там лайков и комментариев всегда меньше, чем у нас даже. Это как бы липа какая-то. Ну, подожди, нет, Башкирия онлайн конкретный пост, нет, у них 72 за, там что-то 43 еще за, 17, 4. Конечно, реакций на отдельные посты много, но тем не менее. Телеграм-канал большой, так или иначе. Итак, что они пишут? СМИ иноагенты и каналы экстремистов в бешенстве от задержания террористов в Уфе.
Я не буду читать полностью, прочту то, что относится к аспекту непосредственно. СМИ на агент «Аспекты», вещающий на Башкирию из Германии, не придумал ничего лучше, чем написать в заголовке, что ФСБ отчиталось от предотвращения теракта в отделе полиции в Уфе, а в тексте поста сразу же вставили неуместное в таких случаях якобы предотвратили. Отчиталось и якобы, конечно, прекрасно подходит к данному иноагентскому проекту в формате «отчитались по западным грантам за якобы влияние на региональную информповестку», но никак не в отношении теракта в Уфе. Сразу после этого... ну все, в общем... Достаточно, все понятно. Достаточно. Да, про Габасова сам Габасов расскажет. У меня, собственно... Наши новости вы можете прочитать. Я думаю, что плюс-минус вы поняли, что мы утверждаем, что это якобы террористы по версии ФСБ. В общем, в этих формулировках что мы сделали? Мы аккуратно описали версию ФСБ, использовав маркеры дистанции. По версии, как утверждается, якобы, то бишь мы не делаем собственных выводов. Что же делают они? Они не обсуждают факты, они смещают фокус на слово «якобы», на статус иноагента, на местонахождение редакции. То есть мы уходим в эмоции, так скажем, во-первых. Да? Это такая деконструкция пропаганды для того, чтобы записать очередной рилс в этой футболке, не иначе. Дальше. Демонизация источника. Используется стандартный набор ярлыков. Иноагент, вещающий из Германии, экстремисты, террористическая сетка. Сделать так, чтобы читатель, понятно, да, не мог воспринимать текст как журналистику, даже если он нейтрален. Очень интересно эта манипуляция со словом «якобы». Они утверждают, что это неуместно, оскорбляет, подрывает борьбу с терроризмом. В новостной журналистике, дорогие мои идиоты, якобы это норма, когда речь идет об утверждениях силовых структур до суда. Мы не отрицаем того, что ФСБ сделала и не сделала. Мы дистанцируемся. Это вполне нормально. Конечно. И четвертое, самое важное. Кто сомневается, тот за террориста. Если ты не веришь в ФСБ безоговорочно, то ты за террористов, за мигрантов, почему бы не быть за мигрантов, против местных жителей, агент Запада. Создается некая дихотомия, что либо ты, как у нас, собственно, сейчас опрос плюс-минус, точно такая же, по сути, ложная дихотомия, но как бы, ладно, мы не утверждаем ничего. Либо ты с силовиками, либо ты с террористами, ты враг. И эта дихотомия, она, безусловно, здесь в этом посте присутствует. Я думаю, что с набором этих тезисов можно будет вам лишний раз, потом раз и какую-нибудь новость также препарировать. Вот. Прекрасный разбор с точки зрения, по-моему, даже на судебной такой экспертизы. Хотя такая экспертиза вполне уместна и для обычной журналистики, как бы это ни казалось странным. Я добавлю, что даже другие республиканские издания активно используют такие термины, как «якобы», и по версии до суда уж точно. По версии следствия пишут нормальные издания. Это только пропагандисты пишут, что да, теракт планировали, из террориста зовут так-то, и он во всем точно виноват. В общем, а у нас еще есть предыстория, у нас есть послужной список, в конце концов, который вынуждает относиться с недоверием или с определенным скепсисом к некоторым сообщениям. Я думаю, что для нашей аудитории все эти объяснения не очень-то нужны. Вы сами прекрасно знаете, как можно к такого рода сообщениям относиться. Вы так голосуете, собственно. 95% из тех, кто уже проголосовал, не верят сообщениям о том, что теракт мог бы быть. А он, кстати говоря, мог бы быть. Вот что поделать? А вдруг он действительно мог бы быть? Вдруг эти ребята, как я предположил, такие странные, придурковатые, нелогичные, и действительно готовили его. Мы не можем уже просто-напросто поверить тем, кто эту информацию дают. Просто потому, что, репутация, уж извините. А конкретной жертве этого задержания остается посочувствовать, и второму тоже фигуранту, конечно же, не позавидуешь, потому что ждут его сроки в районе 25 лет. Это максимальный срок, дальше уже пожизненное заключение, я напомню, по российскому законодательству.
Вот. А если дальше так будет продолжаться, то и смертную казнь вернут, и с удовольствием в таком случае применят ее. Это лишний раз, опять же, напоминание всем тем, кто думает, что находится в безопасности. Любого человека, оказавшегося не в то время, не в том месте, могут пристрелить, могут закрутить, запытать и, соответственно, обвинить в чем угодно. Чуть ли не в покушении на папу римского, если хотите, могут обвинить, потому что кому-то нужно оправдывать собственное существование, к большому сожалению. Я понимаю, что есть отдельные люди, до сих пор наверняка достойные, до сих пор есть те, кто там пришли не просто так, а вроде как выполнять важную миссию, и даже выполняют, может быть, какие-то миссии. Ну вот, мне кажется, среди этих миссий нет таких вот громких и публичных, о которых хотят рассказывать направо и налево. Это какая-то текучка, это работа, которая происходит здесь и сейчас. Благо, у меня достаточно информации из первых уст, которую давали люди, которые как раз-таки эту черную, но важную работу выполняли, по крайней мере, в предыдущие годы. Что-то мне подсказывает, что и сейчас такую работу надо кому-то выполнять. Поэтому всех, конечно, мазать черной краской неправильно, но здесь, опять же, в таком публицистическом угаре немножечко приходится утрировать. Вот как-то так. Ну, Вадим Беляков иронизирует, что аспекты террористы и иноагенты. Верю, не верю. Мы аспекты, как я вчера отдельно пояснил в эфире с Разифом, иностранные агенты. Издание таковым является. Личности таковыми пока де юре, по крайней мере, не являются. Если можно называть де юре все эти Филькины грамоты нашего Минюста, которые без какой-либо основательной базы, без суда и следствия, без вообще ничего, просто так берет и включает людей в эти списки. Это, конечно же, само по себе надругательство и над здравым смыслом, и над юридическими нормами, в конце концов. Правовой нигилизм, с которым обещал когда-то бороться Дмитрий Анатольевич Медведев, он, как говорится, только процветает в последние годы и набирает совершенно новые обороты. Что ж, друзья, голосование можно завершать. Проголосовали не все наши зрители, но из 20 с лишним голосов 95% согласились с версией «не верю» по поводу теракта. Что поделать? Мы не виноваты, дорогие наши коллеги, в кавычках, из канала «Башкирия онлайн». Наша публика сама по себе не верит, поэтому чего вы от нас хотите? Мы как все. Вот так, дорогие друзья, проголосовал 21 человек, а лайки поставили 20. Это никуда не годится. У нас почти 50 человек в моменте смотрят нас. Давайте ускорим. Четверг – хороший день для того, чтобы помочь нам собрать те же там 1500 каких-нибудь просмотров хотя бы с эфира, что неплохо, я думаю. Вот есть у меня одна новость, которую как будто бы хочется быстро обсудить. Насколько готов дорогой наш человек включить видос. Речь идет, сейчас будет реклама СВО, ни много ни мало, а программа «Своих не бросаем» с телеканала БСТ, где участник СВО, старший техник роты беспилотных систем Руслан Чинаев выступает. Давайте посмотрим, секунд 20 буквально. Новое современное подразделение со всеми нанотехнологиями. В новом выпуске «Своих не бросаем» участник СВО, старший техник роты беспилотных систем 6-го отдельного батальона 25-й общевойсковой армии Руслан Чинаев. Очень много патриотизма в нас сидит, поэтому это зов сердца, наверное. В эту пятницу, 23 января в 22:00. Поехали. В общем, такая вот реклама. Во-первых, мне интересен тезис, с которым Руслан Чинаев, у которого явно, конечно, богатое образование, говорит, что, в общем, я для Руслана поясню, это, еще раз, техник роты беспилотных систем 6-го отдельного батальона 25-й общевойсковой армии. И он говорит, что у нас
самое современное подразделение со всеми нанотехнологиями. Вот это та вещь, которая, конечно, убила бы у нас главная режиссерка за такие тезисы, но я думаю, что ей сейчас вообще уже наплевать, что на телеканале говорится. Со всеми нанотехнологиями. Что имеет в виду Руслан? Как он это поясняет? Да никак он это не поясняет. И второй тезис. Очень много патриотизма в нас сидит, поэтому это зов сердца. Так как это анонс, мы можем только догадываться, что это то самое, да, что за зов сердца. Но хотелось бы патриотичному телеканалу БСТ, который по зову сердца работает, напомнить, что недавно я, написывая, собственно, про марксистов новость, наткнулся на то, что бывший марксистский кружок, который Чувилинский, 22 года, который им дали, вспомнил, что на БСТ работал некий монтажер, которого звали Руст Габасов. Если кто такого помнит, это и рок-музыкант, и такой отъявленный коммунист, там, ленинист, марксист, в общем, естественно, срачей так скажем, в студии БСТ в этих каморках было много, потому что был там я, вот, я хулу, крамолу не допускаю, чтобы людям рассказывали про какого-нибудь Ленина. Так вот, этот парень... Вот я не знаю, что с ним случилось, потому что я хотел взять у него интервью, мне сказали, что он 200-й, ни много ни мало. При том, что у Руста, по-моему, 2 детей, если не ошибаюсь. Если что, кто-то поправит, но я почти уверен, что 2. И после начала войны он, как ни странно, написал абсолютно все посты, какие только мог, в неподдержку этой войны. Там очень много постов про, что Вова сошел с ума и так далее. В общем, парень, несмотря на свои, конечно, странные взгляды, но к коммунистам я отношусь лучше явно, чем к Z-патриотам. Я не знаю, что с ним случилось. Кто-то говорит, что мобилизация, кто-то, что нету факта того, что конкретно он, что с ним было, с близкими еще не общался, но у парня было ужасное зрение, я понятия не имею, как его могли забрать. Так вот, телеканал БСТ, патриотизм вы наш, который бескорыстно вот этих вот героев наших показывает. У вас монтажер умер на СВО, а где поста? А где какая-то новость? Где хоть что-то? Почему вы об этом молчите? Почему, если вы настолько герои, то у вас это не вызывает желания как-то, вот, я не знаю, почтить память человека? Я не видел ни одной публикации. И я так предполагаю, что и не будет их. Поэтому говорить о бескорыстии, о зове сердца для меня вообще пошлятина с вашей сеткой, потому что вы же каждую, сука, рекламу после каждой передачи посвящаете исключительно тому, что ролики, выплаты, иди вот деньги тебе, деньги. О каком зове сердца говорит товарищ вот этот вот, как его там, старший техник младшей армии, о том, что, собственно, все идут не за деньги, ну, очень слабо. И я думаю, что надо обладать каким-то уж совсем отсутствием критического мышления, чтобы тебе в передаче говорили, что все идут не за деньги, а потом начинается реклама, и тебе такие деньги, выплаты, идем, мы заплатим. Странно. Вот. Коллегам дизреспект, ведущим этой передачи абсолютное неуважение. Я понимаю, конечно, что этой, собственно, самой ведущей, она оказывалась в той же ситуации, что и я, что проектов много, а вести как бы нечего. И я помню, как нас с ней пытались запихнуть ведущими какого-то проекта, но, дорогая, по-моему, Лилия, ну, надо иметь какие-то хотя бы принципы в этой жизни. Я понимаю, что очень хочется быть ведущей, но не настолько же. Вот, я закончил. Ну, это прекрасно. Я лишь добавлю реплику о том, что на днях видел очень много хейта в адрес БСТ, даже от патриотов, зетников и прочих лоялистов российской и республиканской власти. Так что не мы одни в этом духе по ним выражаемся. И зетникам не нравится как раз качество пропаганды не нравится, что, ну как-то непоследовательно все, не совсем собрано, как-то все на одно, как бы через одно место, как говорится, сделано.
Тут уж я не знаю, в эти детали я не лезу. Так, к нанотехнологиям относится лошадь с антенной Starlink или осел, иронизирует Ильнара. Ее Лиана зовут, а не Лилия, поправляет некий пользователь. Понял. Это касательно ведущей упомянутой. Вот. А Хаттабыч пишет, что 26 января поддержка политзаключенных баймакцев в Оренбурге продуктами, ибо голодают, пишет он. 28-го заседание суда открытое. Также важную деталь он подчеркивает. Действительно, на месте журналистов уж, или, по крайней мере, тех, кто себя таковыми считает, я бы, конечно, сейчас все отдал, чтобы иметь возможность съездить хотя бы на часть заседаний, которые проходят в открытом режиме над так называемыми организаторами баймакского дела. Это главное событие, я думаю, что всего года будет, мы еще не знаем, что год преподнесет, конечно, но если плюс-минус как прошлый будет, то суд над баймакцами я, безусловно, вывожу заранее как главное событие года. Прошу прощения. И дальше идем. У нас тут целый ряд сообщений, которые можно было бы, опять же, в рубрику «Отъезд кукухи» включить, если бы у нас такая рубрика была. Хотя я уже думал о том, чтобы надо бы, наверное, нам выделить некоторые новости вот в эту рубрику. Потом подумал, что у нас, в принципе, все такие. Все. За редким исключением какие-то проходные вещи мы иногда говорим, там, про экономику, там, про снег какой-нибудь. А в целом-то у нас они все такие. Например, под Уфой пенсионеры получали пенсию на морозе из УАЗика Почты России. Казалось бы, да, времена, нанотехнологии те самые. И это не какая-нибудь глухая деревня, это элитный поселок Чесноковка. Фотографии с места опубликовали местные жители. В администрации района Уфимского заявили, что пенсии в Чесноковке доставляют на дом и вручают лично, а выход на улицу был инициативой самих получателей. Вон оно что. То есть получатели настолько соскучились по деньгам, так сказать, да, истосковались буквально по свежим продуктам, что атаковали машину почты, и таким образом почтальону не пришлось заходить в их дома. Вывод только такой напрашивается. А чего бы пенсионеркам и пенсионерам не подождать почтальона у себя в доме и не получить пенсию, сидя за кухонным или письменным столом, как это заведено многими годами и десятилетиями. Но нет, пенсию хочется получить побыстрее. Вот так мы процветаем день за днем все больше и больше. А войну мы, конечно же, также с каждым днем почитаем все больше и больше, и уже никаких стеснений не осталось в процессе приравнивания нынешней позорной акции с Великой Отечественной войной. Например, в Бирске открыли фотовыставку о параллелях между Великой Отечественной войной и украинской позорной войной. В Бирском историческом музее в рамках празднования Дня Героя Отечества представили фотовыставку Светланы Комковой «Отцы и дети». Экспозиция заявлена как проект о преемственности и верности Родине и объединяет образы, собственно, указанных нами войн. Дальше цитата. «Несмотря на 80-летний временной разрыв, оба события демонстрируют поразительное сходство в драматургическом плане». Представьте себе. Как рассказал посетитель выставки, материалы о Великой Отечественной войне сначала соседствуют на выставке с сюжетами из Афганистана и Чечни, после чего выставка переходит к войне в Украине. Что ж, вот так, без зазрения совести, без вообще каких-либо попыток мысленно вообще понять, что делают. Люди это делают, и это очень выгодно, конечно, нынешнему режиму, нынешнему строю и всей этой пропаганде. Таких акций довольно много по России, и особенно на Кавказе почему-то. Там смотришь, в Дагестане что-то постоянно они проводят подобного рода, в Чечне. Но это не столь важно, как важно то, что я эту новость написал по инициативе одного из наших подписчиков, который просто приехал в Бирск и наткнулся на такую выставку, полностью ее прошел. Иду, нашел вот такие вещи, рассказал мне про каждый зал этой выставки, не только касательно СВО, а касательно вообще всего. Взял все, скинул и предложил написать. Дорогие друзья, если бы вы все так поступали,
то от башкортостанской власти не осталось бы просто и следа, потому что так или иначе все это выходит на федеральный уровень, столько публикаций, в общем, хорошие были бы охваты, аспекты могли бы занять свое там законное какое-нибудь топ-3 место в СМИ, потому что любая такая новость, она, безусловно, притягивает интерес, ее себе перерепощивают, и это, важность нашего контента. Я не могу за счет картинок креативных дать нам ту аудиторию огромную, которую нам хотелось бы иметь, а многие новости наши это рерайт плюс какой-нибудь смешной бэк или какая-нибудь дополнительная статистика. Поэтому очень прошу вас всегда писать, если что-то видите, записывать кружки, видео, не знаю, текст, все что угодно со ссылками. С удовольствием посмотрю. Нам пишут, но в основном как будто бы это какие-то жены пропавших СВОшников, которым то выплаты не заплатят, то мужа они найти не могут, то еще что-то. Это правда. Вот это люди нам пишут постоянно. Но я же я, безусловно, помогу любому, но это не та тема, в которую хотелось бы превращать наши СМИ. Ищем СВОшника, да, поэтому хочется, чтобы вы тоже в этом поучаствовали. Надо сказать, все-таки это и не наша задача искать СВОшников, и не наша цель, и у нас и инструментов на это, в конце концов, нет. А в чате нам пишут, что это я ваш режиссер, просто с другого аккаунта, Женя, это к тебе. Нет, зачем? Это в смысле про Лиану он написал, это наш режиссер. Это наш режиссер, Руслан, а не ассистент, как ты сегодня сказал. Вот так вот. Поэтому давайте быстро продолжим. Только, дорогие друзья, лайков-то все еще всего-навсего 24. Давайте, пожалуйста, возьмем и, так сказать, и поможем нам. Поможем, пожалуйста, поставьте. Давайте добьем до 40 хотя бы. И опять же, вдогонку к тому, о чем мы говорим, еще скажем, российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Салтыков-Щедрин, утверждает наш пользователь-юзер. Он же добавляет, когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать. Опять же, цитата, возможно, писателя Салтыкова-Щедрина Михаила Евграфовича. А «Верстка», замечательное издание, выпустило недавно материал о том, что сильно упало количество и качество контрактников, тех самых СВОшников. Основная масса рекрутов больные, бомжи, алкоголики и слабоумные. Тут опять-таки все сходится. Мы постоянно получаем сообщения о том, как людей вот такого рода силком туда затаскивают, обманом, под физическим влиянием, под психотропным каким-то влиянием, если хотите. То есть всяческими правдами и неправдами. Есть даже живые примеры, прямые жалобы от конкретных жителей Башкортостана. Пусть это единичные случаи в нашей практике, но они у нас тоже есть. Когда человека, который на учете состоит или там с родственниками не в ладах, выпивает, еще что-то делает, его так или иначе доставляют в военкомат, и дальше только чудом некоторые из них оказываются все-таки на свободе, а большинство безропотно в итоге оказываются там, куда их направляют. Например, вам идея для видео, да, то есть периодически я вижу анонсы, что вот сейчас СВОшники приедут в отпуск, можно встретить. Так придите, снимите эти лица. Мне например, очень интересно, что там приходит, и там тихонечко как-то это если снять и нам прислать, я думаю, что можно было бы из этого что-то сделать, как вариант. Хотя, может, я ошибаюсь, конечно, но... Сообщают, что Telegram испытывает сложности, и наша трансляция, которая, казалось бы, должна была бы сейчас идти без проблем в Telegram-канале, идет с трудом. Разумеется, речь идет про стандартный интернет без VPN. Как раз накануне были новости от неких чиновников федерального уровня, что Telegram мы все-таки замедляем, и там применяем какие-то меры по ухудшению качества этого мессенджера. Так что еще один важный фактор, скажем так, того, как работает система. Видишь, они же все те, кто подконтрольный, так скажем, они перешли в Макс и параллельно вещают в Максе и в Телеграме. То есть это было такое время буфера, да, чтобы потихоньку люди пришли. Плюс в каждой семье так или иначе там есть какой-то человек, которому просто необходимо быть в Максе. То есть в каждой семье уже, я не знаю, плюс-минус этот мессенджер есть, у школьников, у всех уже, я так понимаю.
у студентов, у многих, у, там, я не знаю, тех, кто на предприятиях в гос работает, понятно, все это потихоньку есть, а значит, телеграм-каналы – это не такая боль, которую прям уже совсем не жалко потерять. И чем больше людей будут собственно, в Максе, тем с большим успехом они эту штуку провернут гадкую. Но я думаю, что, как и всегда, господи, это же все закончится, надеюсь, неэффективностью этого действия. И также с VPN люди продолжат сидеть и читать все, что хотят. Угу. Ну и дальше, мы же как бы тему начали новостями, которые вчера у нас вышли замечательные. В Белорецке портреты ветеранов установили на уровне ног прохожих, потратив при этом на проект 30 миллионов рублей. Еще одни, так сказать, патриоты. Тут ветераны, сразу скажем, разные. Значит, издание «Белорецкий рабочий» сообщает, что в 2025 году Белорецк получил 30 миллионов рублей в рамках проекта по созданию туристического кода города. На эти средства в сквере установили малые архитектурные формы, в том числе информационные стенды с портретами. Вот. Портреты, я же правильно говорю, да, тут разных, значит, эпох. Это ветераны и герои социалистического труда. Ветераны войны Великой Отечественной точно. Вот. Про ветеранов СВО вроде бы речь не идет. Нет, не идет. Но так или иначе, действительно, вот решили как-то вот так сделать, видимо, чтобы домашним питомцам было куда, уж извините, оставлять свои отметки. Ну, разве так можно? В конце концов, думать маленечко нужно. Потом кого будете судить за дискредитацию, за фейки там и прочее? Спасибо за эту фразу. Естественно, кого же еще? Да. Действительно, не очень понятно, как вроде вот проект, там же есть люди, которые все это согласуют, вот они садятся, это обсуждают, каким образом вот так они сели и поняли, что а чего бы нет. Никогда особо близок не был к подобным каким-то вещам, но в бытность там журналиста ПСТ я видел, что как-то на всех уровнях пытаются люди как-то коммуницировать, придумывать, знаешь, какая-то молодежь появляется, как вот так вот раз и что-то вот возникает, и ты думаешь, ну, как говорил Сергей Лавров, тут уже как бы это про дебилов, да, тут ничего больше не сказать, это ужас просто. Так. Руслан Евгений, как вы думаете, сколько примерно в процентном эквиваленте отреставрировали памятнику Салавату Юлаеву? И поставят ли его в 2027 году? А обещали в 2027, Руслан? Да, насколько я помню, да. Ну, конечно же, данных никаких нет. Гадать совершенно не имея никаких вводных, ну, какой смысл? Начали они его реставрировать, не начали, откуда же мы знаем? Очень хотелось бы, чтобы он как минимум сохранился. Такое же свинство, потому что вот это же абсолютно Тёма Лебедев, даже будучи заданутым, уже он всегда говорил о том, что нужна открытость. Но вот реставрируйте его памятник. Вы понимаете, что это больная точка для населения. Ну пустите туда этих БСТшников, пускай каждый месяц делают передачу и фиксируют, что там сделано, как там голова выглядит, что там покрасили, что переделали, где какую коррозию убрали. Но это же важно. И я уверен, что они этот памятник сейчас не распиливают уши ему, не дербанят, чтобы, не дай бог, кто его когда не восстановил. Но не этим эти люди занимаются все-таки, да. То есть плохо, хорошо, да, там с распилом денег, но вы сделаете какой-то, не знаю, репортаж всегда можно сделать. Вот уж что, а какой-нибудь взять комментарий, там что-то, чтобы у людей была информация, что все на самом деле делается, что все хорошо. Нет, надо замолчать, заткнуть и сказать, вы нам не доверяете, а мы вот тут делаем и террористов ловим, и вообще бог знает, что делаем хорошего, а вы все вот только гадите. Ну так, а вы молчите. Так, тут про Макс подхватили тему, что он не у всех школьников. У вашего покорного слуги есть, знаете ли, а у вас нет. Непорядок. Но нет, я не призываю ни в коем случае делать, как я. Мне просто как бы скрывать нечего и по приколу чисто, по фану, как говорят у молодежи, да, делаю. Ну, как бы посмотреть вообще. Вот сейчас каждый день приходит уведомление о том, как жители Уфы, ну, из моего листа контактов, где
4000 человек. Постепенно этот макс скачивают. И иногда смотришь, думаешь, ничего себе, ты, чувак, до сих пор не скачал и только-только сегодня его установил. Про многих такие мысли приходят, когда я вижу эти уведомления. Вот. Так, патриоты Башкортостана обещали контроль реставрации, пишет Хаттабыч. Ну окей, кстати, вот надо будет попытаться с кем-то из них пообщаться в эфире. Мы должны тему войны закруглить новостью о том, что на этот год в Башкортостане, как уже было заранее заявлено, на поддержку участников войны и членов их семей выделят аж 25 миллиардов рублей. Представьте себе сумму для республики, какая она. Особенно если учесть, что при этом дефицит республиканского бюджета почти вся эта сумма – 22,5 миллиарда. Представьте себе. Вот такие огромные деньги. Представьте себе, сколько километров новых автодорог и других объектов. Я не знаю, 5-6 больших мостов через Белую можно за эти деньги построить с нуля. Просто так вот. С другой стороны, конечно, никто бы мосты не построил, если бы эти деньги на войну не пошли. Эти деньги пошли бы на какие-нибудь другие нужды, на карманы какие-нибудь, на поездки в Миланы и прочие Вены наших членов правительства и их членов семей. Ну, может быть, что-то и народу бы досталось. А так вот, на смерть, на совершенно бессмысленное занятие. Рекомендую, кстати, в этом смысле посмотреть ролик, который вчера вышел на канале у террориста-экстремиста и прочего врага Максима Каца. Иногда он делает очень важные вещи, на мой взгляд. И вчера он разбирает, почему даже для патриотов и зетников война это невыгодно, и почему неправильно ее поддерживать. Просто-напросто на живых примерах, на городах и населенных пунктах Донбасса он разобрал, как там было до 24 февраля, как там по-русски разговаривали, любили Россию, выбирали себе сами совершенно местных русскоязычных мэров, депутатов. И как теперь там нет никого и ничего, а есть только одна разруха, которую неизвестно когда и чьими силами будут восстанавливать, и кто вообще там будет в конце концов жить. Но не буду дальше рассказывать, это слишком много. Нас патриоты поддерживают не саму войну скорее, а то, что там типа наши ребята, и вот раз там наши ребята, то надо как бы их всячески поддержать. А потом уж типа после войны мы сядем и разберемся. А я уверен, что эти люди после войны засунут язык в известное место. Единственный зетник, который пошел разбираться, это тот самый, который 25 тысяч человек взял и поехал на Москву. Вот он действительно поехал разбираться, задавать вопросы, что случилось. Понятно, что там свои, конечно, подковерные были вещи, но его видео с Шойгу Герасимов или про то, что дедушка, а вдруг дедушка мудак, это я на всю жизнь, конечно, уже запомнил. Да. Евгений Викторович, да, человек, который заслуживает определенного внимания и еще заслужит, мне кажется, исторического анализа, когда все остальные его соратники будут забыты и, скажем так, канут в лету истории. Значит, что у нас тут? Башкирия обещает увеличить целевой прием в вузы, если хотите. Значит, по словам некой Светланы Мустафиной, это депутат Госсобрания, в 2026 году поставлена задача Так, что за ерунда? Почему у меня новость перешла? Извините. Какие-то странные... Итак, Светлана Мустафина поставлена задача у Светланы Мустафиной, видимо, улучшить показатели республики в национальном рейтинге научно-технологического развития. Для этой цели будет внедрена новая модель управления наукой, где республика выступит в роли квалифицированного заказчика, сфокусировавшись на стратегических приоритетах. Господи, боже мой. Увеличение доли целевых мест, привлечение талантливой молодежи из других регионов и сохранение контингента иностранных студентов на уровне 10%. Как будто бы у нас такие низкие баллы на ЕГЭ, просто самый низкий, что у нас обязательно должна быть как можно больше целевиков, еще желательно детей СВОшников, вообще всех вот так запихаем, а баллы у нас будут 280 в среднем, да? Так, ну и в общем тут, да, ничего больше я такого суперинтересного не вижу, но вот 10%. Да.
Ой. Ну и помните такой термин «трудовые резервы»? Что-то такое советское, давно забытое, что даже я еще не застал. На позднесоветская эпоха уже об этом не говорили. Так вот, башкирское отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» стало лучшим по итогам 2025 года. Лучшим среди кого? Основными событиями для республиканского отделения стали спартакиада, фестиваль и баскетбольная лига «Трудовые резервы». В общем, оказывается, если вы не в курсе, трудовые резервы объединяют более 40 тысяч членов, 55 региональных отделений и 250 физкультурно-спортивных клубов. В соревнованиях принимает участие свыше 1000 организаций из всех регионов страны. А ваша организация принимает участие в соревнованиях трудовых резервов? Вопрос. Спорт – это, конечно, хорошо, это лучше, чем не спорт, но когда это все приправлено протухшими вот этими патриотическими нарративами и лозунгами, конечно же, хочется отвернуться и убежать прочь. Так, ну, осталось 5 минут. Я думаю, что не имеет смысла тут особо что-то уже обсуждать, ввиду того, что разгонять все равно уже не получится. Читать заголовки, люди и так могут их прочитать. Ну, я думаю, да, слишком затягивать нет смысла. Да. Мы и так, в общем-то, очень плотненько сегодня с вами, друзья, пообщались. Спасибо вам за поддержку. Лайки ваши мы видим, комментарии тоже. Видите, да, нас не забывают всякого рода прихвостни режима, напоминают о нас волей и неволей. Но, блин, кроме шуток, есть проблемы. Вот и Telegram стали замедлять. И, значит, в YouTube какие-то списки нас включают, которые надо отдельно блокировать. Я уже молчу о том, что там с иноагентским статусом еще дальше будет, неизвестно. В общем, ваша поддержка нужна. Пока еще не поздно, пока еще возможно. Делайте донаты, пожалуйста, с помощью наших сервисов, которые есть. Любой выбирайте, какая там карта, российская, не российская, любая. Нам технику нужно обновлять, как минимум. Буквально у каждого участника нашей небольшой команды есть в этом потребность на сегодняшний день. Она уже такая не виртуальная, а вполне конкретная. Быстро Поэтому... зачитаю комментарии. Нары, 25 миллиардов, это ужас, в Салавате учителей не хватает, даже из гимназии уходит на всю нашу гимназию 3 учителя математики, в каждом классе по 3 предмета преподают. На прошлой неделе у одной случился инфаркт, заменить, я так понимаю, нет возможности, дети ходят на 3-4 урока. Только в этом году наши учителя по физике, и она ушла. Посмотрела интереса ради на вакансии на сайте, ЗП от 25 тысяч рублей. Такая вот Сипилевина. За донат посадить могут. Нет, РФ Патриот, дорогой, за донат посадить не могут. А судя по вашему нику, я думаю, что наша не глупая, в отличие от аудитории тех телеграм-каналов, которые мы сегодня разгоняли, у нас аудитория не состоит из идиотов податливых, поэтому люди сами могут почитать и узнать, посадить могут или не могут посадить. Поставьте лайки, пожалуйста, нашему эфиру. Чем больше, тем лучше. Напишите комментарий. Можете написать даже РФ Патриот, что о нас думает, какую-нибудь гадость. Нам совершенно это не важно. Нам важны сами комментарии. Чем их больше, тем лучше. Вот. Таким образом тоже можно поддержать. Именно так, дорогие друзья. Ну что ж, хорошего дня, будьте здоровы и до завтра. И, соответственно, пока. Пока-пока.